Сегодня мы приехали к Андрею с канала Black Canadian Wolf, и у Андрея много всего поменялось. Если помните, крайний раз мы были у него 5 месяцев назад, и сегодня очень важное событие, точнее их целых два. Ровно год назад Андрей купил здесь землю, и до этого здесь был лес, и сейчас уже целый полноценный парк. И сегодня открытие второго просторного вольера для братиша. Братиш — это волк, настоящий взрослый волк, это не помесь. Если помните, когда я приезжал к Андрею 5 месяцев назад, я к нему даже зашел в вольер, но это было немного напряженно. Сейчас волк уже вырос, и на меня сегодня возложена очень важная миссия — перевести братиша из маленького вольера в большой вольер, где условия максимально приближены на естественные. Этот вольер строился полгода, и это действительно важное событие для всех. Но, честно говоря, друзья, я немножечко сомневаюсь, стоит ли мне лично туда вести братиша. И, друзья, я попрошу вас поставить это видео на паузу и напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне это делать или нет. Ну а вам приятного просмотра. Андрей, приветствую. Мы не были у тебя несколько месяцев, и вот я уже увидел, что много-много изменений, и вот хочется у тебя спросить, что у тебя произошло за это время. Сегодня на самом деле знаменательная дата, не просто так я вам позвонил, рассказал об этом. Сегодня ровно год, как эта земля была куплена, как я заключил договор, и вот с этого момента у нас построилось 2 выгрузочные зоны на сегодняшний момент. И сегодня у нас тоже такое событие, помимо того, что год прошел, мы будем запускать еще в новую выгрузочную зону. Она достроилась ровно вчера. И мы будем запускать нашего якутского волка братиша. А кто будет запускать? Мы. Все с вами. И я тоже. Это видимо, да. Я в прошлый раз, да, заходил к братишу, и я следил. То, что братиш-то подрос и уже характер. Да, ему было тогда 6, 7, 8 где-то месяцев, когда ты заходил. Сейчас, да, у него, конечно, ломается потихоньку характер, но не гон, еще не гон. Вот февраль, январь, февраль, март, вот это опасные будут. А сейчас, как бы, я думаю, вы подружитесь. Зайдете к нему тоже, подружитесь с ним. С братишом можно. Он будет счастлив. Он будет, мне кажется, настолько занят вот этим всем. Вокруг и пруд, и логово, он будет все изучать, бегать. Ему особо, мне кажется, не будет он прям акцентировать на нас внимание. Ну, я так думаю, может быть, по-другому что-то будет. Это волки. У тебя питомцы же новые тоже появились. Да, да. Я честно скажу, что я уже в шоке от того, что увидел. Потому что действительно, когда мы только подъехали, подумали, что, может быть, ошиблись адресом. Колоссальная работа проделана. Да, спасибо огромное всем ребятам. Вот даже друзья приехали, помогают мне. Уборку наводят. Вообще, всем огромное спасибо. Сейчас, еще попозже расскажу, кто конкретно и очень сильно помогает в этом проекте. Это у нас западно-сибирская лайка. Тихо. Все, тайга. Она самка. Ей 6 лет. Это для селекционной работы у меня. Я ее взял, потому что она крупная. Она вот даже, посмотрите на нее. На вот эту самку. Она очень рослая сука. Экстерьерная, у нее оценка стоит высшего балла, и она лосятница очень, в общем, она очень лютая охотница. Я связался с заводчиком, который занимается больше 50 лет селекционной работой западно-сибирских лаек высокопородистых. Петр Николаевич Акуловский, это селекционер, ему сейчас больше 80 лет, мы с ним сдружились. И он мне, он посоветовал я попросил щенка-переростка, западно-сибирскую лайку для своей селекции, но он сказал, больше таких нет и не будет. Потому что работа в Москве сделали стандарт 63-64 предел кобелей, и там сук 58-62, что-то такое, я уже не помню. В общем, оно у нас 65-66 холки. Это конкретный переросток, и таких бракует. В общем, западно-сибирский лайк. Но мне для селекции воллендов она как раз будет самая хорошая. И вот договаривались 2 месяца с хозяином, дал номер хозяина, заводчик Петр Николаевич Акуловский, и мы вот связались с хозяином, решали вопросы, и вот через 2 месяца примерно выкупил я за определенную цену. Просили за нее изначально 800 тысяч. Такая собака стоит, да. Чтобы понимали, что это не просто. Но мы договорились
чуть ли не в 10 раз дешевле. А, кстати, а как быстро она приняла? Приняла? Да, да. Западно-сибирские лайки, они вообще, они нацелены на человека. Они работают на человека. Также и в лесу, они на человека. Они не как валенды, не как волки. Волки, они на себя. А здесь эта собака выводилась, кстати, это наша отечественная собака, которая выводилась в жестких условиях. У нее, и вот, кстати, история про нее. Они были на охоте. Всех собак, разрезали волки на охоте, ее не тронули. Да, вот она вот такая у нас. Гентесты придут, я все равно уверен, что я очень много наслышан вообще о поведении, и я думаю, что там какой-то процент волчьей крови все равно у них присутствует, у западно-сибирских лайк, может 3%, может 7%, но есть определенный процент, у нее даже глаз он светлый. Пойдемте дальше. Это все. Тайга, вот заметьте, западно-сибирская лайка лает, валенды молчат. Волчья кровь, которая. И видите, какая осторожная. Это Вега. Вега, ей 8 лет. Что ее, что Кубу хотели застрелить. Мне звонит человек, говорит: Андрей, так и так. Мы с ним знакомы, он мне помогал. Он мне Грету дарил, когда Овчаренко умер. Он всех, он и там еще Алексей Марченко, с кем мы ведем всю селекцию. Забрали собак. И вот человек, который забрал их, они взяли этих собак, повязали их кем нужно, взяли щенков и все, и убрать их. Почему убрать? Потому что они неуправляемые, они не слушаются, потому что они в взрослом возрасте их взяли. Волчья кровь, они агрессивные, душат друг друга, можете увидеть. Вон, видите, рана, уже лечим 3 недели. Придется, я с ветеринаром, люди, кстати, пишут, что я там самолечение, нет, у нас здесь конкретный ветеринар, Софья Сергеевна, спасибо ей огромное, и она все время ведет, говорит, что делать, поэтому все, что ветеринар говорит, то и делаем. Но сейчас это не помогает лечению, поэтому я думаю, надо будет поехать и ей все промыть да зашить эту рану. Вот, и таким способом избавляются от животных. Мне звонит, говорит: вот, хочешь, надо там. Давай, забирай. Я говорю: мне некуда. Их тогда застрелить, Долго не думал, я просто в голове думал, как я их рассажу сразу, а не как я там думать, забрать. Я 100% знал, заберу. И Овчаренко, царство ему небесное, я думаю, это его собаки, его разведение. 20 лет он этим занимался. И я думаю, он там порадуется за них хоть. Это вот Вега, это у нас Кубочка. У нее даже видите, как отличается, молчат. Волчья кровь сидит, она не молчат. А это лайки, они лают. Вот Поэтому это. и лайки. Да. Красавица. Вот видите, это вот они с Вегой цепанулись так. Это уже чуть под это прошло. А так там прям дырка вон. Да, Кубочка. Она к людям вообще добрая. Вот можете тоже. Она это такая. Вега нет, а она да. Линии разных сидят, когда лаек. У нее хвост крючком не закручивается, волчьего у нее больше, чем у Веги, на самом деле. Но посмотрите, как она к людям себя ведет. Это называется, еще социализация была у нее лучше. Вот это была одна из любимых Михаила Овчаренко, кстати. Ей 6 лет, если я не ошибаюсь. Тоже будем думать, подбирать женихов для них, искать людей, которые будут поддерживать нашу идею, которые могли бы, ответственных хозяевов. Андрей, ты говоришь про Михаила Овчаренко, а можешь в 2 словах рассказать, кто он такой? Михаил Овчаренко — это охотовед, биолог, занимался селекцией 20 лет валендов. И, в общем, так получилось, что ушел из жизни в прошлом году, ровно год назад, может 1,5 уже, да, 1,5 уже года назад. И с тех пор мы подхватили молодежь, я, Алексей Марченко и, кстати, Александр Зубов, это охотник, промысловик, кинолог тоже, эксперт по западно-сибирским лайкам и также по валендам. И мы совместно, кстати, я в прошлый раз говорил, да, что совместно мы зарегистрировали породу эту валендов. Мы подхватили это дело после Михаила Овчаренко. Лично я с ним общался, да, около 10 лет. Мне за 1 000 000, кстати, хотели купить.
в Европу забрать, я не продал ее за миллион. Я сказал, и 10 я не отдам. Это чудо, я ждал столько лет, столько, ну, это тоже около 10 лет я об этом мечтал, у меня она родилась. Еле выжили они, еле их, ну, вытащили с того света. И мне никакие деньги за нее не надо было. Мне вот для моей работы, для меня это, ну, просто чудо. Я не могу его просто взять и продать ни за какие деньги. Хотя это, ну, когда такие деньги говорят, ну, это же тоже тяжело вот, ну, решение принимать. Это же ничего себе думаешь, блин, это у меня же тоже и семья есть, и то, и все, надо деньги, и сюда денег. Думаешь, блин, я же все построить могу на эти деньги. А потом думаешь, не, надо вот прям держаться, и, ну, слава богу, что вот приоритеты выше ставятся, чем деньги. У нас впервые наши Валенды, мы предоставили их на выставке в международной организации Купа, и на этой выставке у нас получила 3 высших награды. Это наша Алита Валенд, 1,5-годовалая почти самка. Также мы, кстати, предоставили на этой выставке нашу новую тайгу, которую я говорил сегодня о ней, западносибирская лайка. Также она получила оценку экстерьер, забрала кубок и диплом. Также мы взяли Лую, это молодую 7 месяцев. Она у нас вот переходящий кубок высшей лиги забрала. Тайга вот тоже переходящий кубок забрала, вот нам медали дали с грамотами. И Алита, конечно же, вот у нее все тоже высшие оценки. Это кубок президента, всероссийская выставка Golden Dogs и переходящий кубок высшей лиги. Вот она забрала все первые места, золотые медали. Вот они как раз наши кубки. И еще, друзья, у нас небольшая новость. Об этом, кстати, никто не знал. Вот впервые я рассказал, как раз Сансара приехал, рассказал об этом. Они меня раскрывают на такой откровенный разговор. И, в общем, вот то, что сейчас вы видите, на квадрокоптеры снимают, я забронировал землю, оставил задаток. И еще плюс гектар будет в нашем парке. До декабря мне нужно отдать 1 миллион за эту землю, чтобы я дальше смог платить там 2-3 года по этой ипотеке. Я также ее взял не в ипотеку, а в рассрочку. Очень много животных находится в плачевных состояниях, которых нужно срочно забирать. И с уклоном на это я решил и успел забронировать эту землю, которая находится сзади меня, потому что уже по бокам все раскупили, везде раскупили, а на этой земле, которая будет строиться арктический парк, ну здесь просто нет места, здесь уже все расписано, распланировано, кто где что будет, и вот с учетом этого забронировал землю и успел договориться о еще 1 гектаре земли. Это у нас братиш. Я Помнишь его его? помню. Братиш, а ты меня помнишь? Ждет. Смотрите, какой он красивый уже к зиме. Они, кстати, ровно год назад же приехала Фурия, она не была в такой шубке уже. Она была такая головатая. Сейчас смотрю, она адаптировалась под Санкт-Петербург. Она же с этого, с Беслана приехала. У нее там история рассказывал в прошлый раз. А так, ну вот уже поадаптировались, и шерсть вон у него какая. Но он еще больше, у него шерсти будет, это он только готовится, да. В общем, еще хотел рассказать про парк волков вообще. Почему у нас на данный момент в этом году, например, не получилось еще там пару волчат взять. Объясняю. Волки, именно северные волки, которые здесь должны обитать. У нас же парк северных волков, самых крупных волков в мире, задумка такая. Вот якутский волк, полярный арктический волк, канадский волк, это все подвиды крупных волков. Есть полярники, есть, но они пересекаются по родственным связям, например, с фурией. Есть канадцы, но они не настолько, например, мне интересны и мне нравятся, и по размеру, чтобы я их брал. У нас была договоренность и в экспедиции, и с зоопарками, и по всему миру у меня есть связи, где что, какие волчата. Нету, в этом году не было, и брать волчат, ну, не получилось, потому что не было таких, которых я, например, хотел. Были моменты по вот Валендам, почему я их забрал. Но я сказал, их пришлось забрать, потому что их бы застрелили. И говорят люди по поводу то, что здесь не парк волков уже, а то, что вот заводишь там гибридов, псов, там, собак и тому подобное. Вообще Валенд изначально, кто смотрел историю,
Я изначально этим и хотел заниматься, валендами. Парк волков, он и есть парк волков, он никуда не денется. Как есть у нас по проекту, да, там 6 волков будет северных. Вот так они и будут, просто попозже. Сейчас у нас в этом году будет вязаться, будем пробовать акелу и фурию. Оттуда помет останется, по-любому мы себе оставляем, потому что это эксклюзивный материал. Арктический волк и канадский волк, она экстерьером просто блистает. Акела мировой уровень. И щенки будут как раз, ну, я не продам. Мне уже там просят, там 500 тысяч предлагают, 600 за волчонка в Китай. Но эта пара останется, скорее всего, если все будет хорошо, благополучно, вообще все волки останутся здесь. Там будет 2-3 волчонка, они все здесь и останутся. Ну, они ни на какую на продажу не пойдут. Это раз. Два. Валент вообще для чего он? Валент — это собака с волчьей кровью. Люди хотят же много вот этого драйва, эксклюзива, там, экзотики. Они хотят волков. Они их покупают, не справляются, а потом их кто усыпляет, кто выпускает в лес. Ну, это же надо быть таким вот, просто их вот в годовалом возрасте отпускать в лес. Ну, это вот явная, ну, 90% смерть. Ну, просто смерть. Или кому-нибудь смерть. Потому что или собак пойдет таскать, или скот пойдет таскать. Валент — это собака с волчьей кровью. Кто хочет себе почувствовать, ну, на себе вот эту вот дикую природу, неуправляемость где-то. Вот эта собака Валент, которую вы можете подружиться, и она будет вам верна на всю жизнь. Я, кстати, вот смотрел недавно вот видео, как ты играл с братишом. И я вспоминал тот самый момент, когда к нему я заходил, и, честно говоря, второй раз к нему не хочется зайти. И я помню момент, то, что Фурия, вот сколько раз ты с ним играл, вот я смотрел несколько видео, она постоянно была в моменте, чтобы вот напасть, то есть она была рядом. Да, Фурия при первой возможности задушит меня. Это я не ее стая, и я не ее человек. Вообще я для нее опасность, и она меня хочет убрать. Не страшно ли было тебе играть? Не, но если было бы страшно, я бы, скорее всего, бы, ну, как сказать, не играл бы так. Все равно они чувствуют настолько это все, что если где-то чуточку расслаблюсь, она не упустит этого момента никогда. Она вцепится мне в горло. Поэтому я, ну, может, из-за опыта, то, что с Акелой. У меня Акела — это Фурия отдыхает. Акела столько с ним пережил, что я уже понимаю, где, как себя вести, в какой момент. Это если бы я зашел, вот просто никогда бы не заходил, зашел, я бы, конечно, ну, все печально могло случиться. А здесь я контролирую каждый взгляд, каждый шаг. Я чувствую даже, когда она подбегает. Вот чувствую, даже не слышу, я вот на таком уровне, как, ну, Уже не на уровне, инстинкт, да, да, я ощущения, ощущение, что чувствую, что кто-то сзади уже стоит. И я раз такой, и вижу, что она уже настолько тихо, как рысь, подбирается. Кстати, я об этой волчице всю жизнь мечтал о такой. И вот она появилась у меня первая, кстати, здесь в парк, кто приехал, это она была. Вот в этот, кстати, вольер. Вот именно в этот. И вот она здесь. И мы, кстати, ее будем запускать как Ели скоро. Ну, не сегодня, чуть попозже пойдет, чтобы он соскучился. Она немножко поскулила тут, ну, поскучала, потому что за братишом будет скучать. Она его будет видеть. И всех валендов надо будет от Акела отсадить, чтобы он где-то недельки 2-3 поскучал, побыл от них, и вот потом их знакомить начинать. Потому что они должны уже пара. Ей уже 5 лет будет, Акеле 6 будет. Это уже, ну, взрослые волки, им надо уже семью. Может быть, мои наблюдения не совсем верные, но то, что вот я заметил, что когда братиш, может быть, это связано с его взрослением, может быть, это связано с тем, то, что он с Фурией, у него характер стал пожестче. То есть вот я это заметил, ну, по твоим видео. Ну да, он растет. Могла ли Фурия как-то на него повлиять? Конечно, конечно. Он из-за нее вот такой вот сейчас к вам вот так вот подходит. Он, видите, как осторожничает. Она его всему учит. Она всему его учит, да. Он когда приехал, он ко всем вообще там лез и целоваться, и все, он не поджимал вот так хвосты. Она ему всему научила. Она вот, ну, где-то что-то он делает, она подойдет, его за шерсть дернет, там, за хвост дернет, типа, не делай так. Он там с ней хочет подружиться, а она там, он ломает, он там дырки уже просто выбивает. Ну, не учит всему плохому.
волчьим. Если знакомство произойдет удачно, я так думаю, что ты думаешь, что оно будет удачное, сможешь ли ты после этого к Акеле заходить? Да, смогу, я думаю. Ну, в гон я не стал бы рисковать бы, я в гоны, вот каждый гон я его редко захожу. Гон длится примерно около месяца, такой опасный период, когда вообще не стоит подходить и приближаться к ним, потому что это брачные игры, период, у них бурлит вот этот адреналин, и к ним лучше, конечно, не входить, потому что были уже случаи, что нападал и серьезно. И я просто чудо, что я вышел вообще. А если вдвоем, это вообще будет. Они так тактику сделают. Один отвлечет, другой там вцепится или в пах, или в глотку. У них такие сразу на поражение. И, кстати, она же, сейчас расскажу, Беслан, Ижевск, зоопарк Ижевск, Чехия в Канаде покупала. Она канадская вообще, сама. Она сама и Канады, с севера Канады. И Акела тоже Канада. У них говорят, там вот, ты там разные подвиды, там что-то скрещивать будете. Они с Канады оба. Просто у нее арктический подвид. А он сам чуть-чуть ареал южнее у Акелы. А это чуть севернее. Ну тоже северные волки. Все это север. А хотелось бы, конечно, в парк приобрести наших русских полярных. Именно полярные, которые они еще выше на ногах. Ну это уже будем общаться с Россельхознадзором, с администрацией. Все узнавать. И дай бог, все нормально будет. Братиш, ну это я. Ну все, не, уже все. А, рычит. Да, даже рычит, да. Ты че, Вот, братишка? братишка. Ты чего? А я тут при чем? Я к нему не буду заходить. Ты Братишка. меня помнишь, братиш? Забыл уже, Разговаривает. что ли? Помнишь меня? Это общаются они так. Братиш. Прикусить тоже может. Просто взять вот так, схватить за руку и держать. Да. Расскажи вот про вот эту перегородку, зачем она построена была и как она используется. Она была построена, чтобы перегонять волков. Это, кстати, Сергей Казак строил. Кто приезжал, вообще первую зону помогал здесь делать нам. Это вот он делал все. Я так буду Акелу знакомить. Кстати, очень много народу спрашивал, как я это буду делать. Сейчас я вам расскажу, как это делать буду. Открывать буду здесь. Сначала, конечно, открою ту дверцу. Просто ее открою. Зайду сюда, закрою. Вот там открыта она будет. Открою перегонку. Ну, Акела сразу полезет. Он такой очень, ему все надо знать. Открою и посмотрим. Два соединения, как что произойдет. Буду на чеку, будут лопаты, будут люди, будут помогать, если что, надо знакомить как-то, надо что-то делать, потому что... Так, а лопаты зачем? Ну как зачем? Вдруг Акела душить начнет или драться, или убивать друг друга, надо будет забегать мне, разнимать. Может быть, фурия выбежит туда. Легче, конечно, чтобы фурия туда выбежала. Но, тут есть одно но. Когда закрытое пространство, они себя могут чувствовать некомфортно. Здесь мало территории. Если ее, например, выпустить туда, у нее будет пространства много, и она может там где-то отбежать от нее, где-то убежать, где-то там запрыгнуть наверх. И он будет, я зайду еще где-то, буду помогать, отвлекать немножко. Если будет какая-то агрессия, чтобы отвлечь, там того же Акела, он все равно меня понимает с полуслова. Если я, злость захожу, типа, не надо этого делать, он раз видит где-то, он, прекращает. В пылу страсти может, конечно, все произойти. Андрей, вот мы в прошлый раз, когда у тебя были, только-только вот пруд у тебя начинался строиться. Вот расскажи, как вообще его построили, сложно ли было его построить, были ли какие-либо приключения? Да, приключения были, потому что на следующий день Акела все разворотил. Достал шланги, порвал их там. Короче, работы добавил еще на неделю. Пришлось его обратно перегонять, все цементировать, потому что все камни, которые ложили, все он отодвинул. Там же бурлит этот фильтр, он к нему полез. И все, и порвал все, разорвал там и... и добавил работки нам с Рамзаном. Мы сами вон там все делали, закрепляли, цемент ложили. А сейчас работает все? Все работает, да. Все подделали, работает. И караси там есть? И караси есть, да. 100 штук запустили. 100 штук? 100 штук, да. А как это вообще происходило? Как это вот выглядело? Да? Есть видео, бочку такую нам привезли. Купил я золотых карасей бочку, мы затаскивали. Вот сюда мне ребята помогли затащить, а я уже сам там покатил, и просто их выпустил, и все, дал, кто там хотел рыбки, и все, покушали.
Смотри, это нюхает их. Но она дотронулась. Они же скользкие. Сейчас они их повылавливают, самых неактивных. Самые лютые только останутся. Иди сюда, моя девочка. Вот она, Арктика. Гибрид в первом поколении. И 5 месяцев ей будет послезавтра. Посмотрите на нее, какая красивая. Но, Акела! Луйка. Вот Луйка тоже 7 месяцев. Посмотрите, какая крупная она. Уже перегнала взрослых. А что это он сейчас делал, кстати? Это он учил их, чтобы не лезли. Что он, я такой, идите отсюда все. Не надо, типа, лезь вперед, батьки в пекло. Он так воспитывает их. Он, ну, рассчитывает силу. Но для Валендов все равно больновато. Они все в подчинении идут ему. Это он общается с ними тогда. Общение у него. Акела, Акела, шо, мой маленький. Шо. Арюшка, красавица. Какой красивый-то ты. Акела. Это вот так вот альфа и проявляется. Ну да, он их общается с ним, разговаривает, говорит, не подходи, здесь чужие. Он же объясняет им, что не надо к ним подходить. А они сейчас что делают? Они играются. Это просто игры. Да, они играются. Кстати, знаешь, вот что интересно? Вот в прошлый раз, когда приезжали, Акела был к нам жестче настроен, а вот братиш как раз мягче. А вот сейчас как будто наоборот. Акела, он вас запомнил, он знает, у них память-то феноменальная. Вы первый раз туда приехали. Как бы, ну, вообще чужаки. Здесь он видит камеру, он вообще публичная личность. Он знает, что такое камера. Его, ну, представляете, сколько у него съемок за всю жизнь было. И он как бы, ну, прекрасно это понимает. Он видит, что я с вами. Он, видите, даже такой более на расслабоне. Где-то сейчас может там рыкнуть, показать себя, чтобы типа, снимите меня, там, сейчас я. Он из всех, он Саню больше не любит всех. Он на него, вон, смотрите. Кстати, да. Он его хочет порвать. Акела, ну ты же не выскочишь, нельзя. Все, тихо. Ты вот копаешь, что теперь потом? Закапывать за тобой все. Все, не надо, Акела. Разошелся. Ты чего? Я-то что-то... Свою доминантность показывает. Иди сюда. Красавец. Так, ладно, не будем мучить. Не будем мучить тогда, а то он злится. Пойдемте новую зону тогда посмотрим. Здесь у нас будут такие сажаться, вот тут дорога будет. И здесь. Здесь будут откосы метр, чтобы люди не подходили. Вот. Ну, вот так, на такой дистанции, чтобы руки не сували. Ну, тут хватает волонтеров, которые руки постоянно суют. Вот дистанция будет. Здесь вот посадятся деревья, лавочки будут, чтобы сел человек и наслаждался вот этой красотой всей дикой. Вчера, кстати, приезжали волонтеры, помогали 3 человека покрасить нам. Вот она, буферная зона обязательная, потому что это безопасность. Пойдемте. Здесь везде сетка, здесь бетон немножко побросали. Пойдемте логово посмотрим, покрашенное. Вот оно, домик, логово вышло. Сейчас же все подорожало в 2 раза. То логово вышло там в 1050, это почти в 100 тысяч вышло логово. Представляете, блин, ценники как поднялись. Немножко не вложились, 300 тысяч там, ну, пришлось еще находить денежек. Андрей Светлый, есть такой прекрасный человек, на самом деле, кто помог и на первую зону нам. Выгулочную добавил средств, но здесь он добавил уже практически 100% цена. Ну, я думал, уложусь в эту цену, но, в общем, 750 тысяч добавил на эту выгулочную зону. Она у нас вышла 1 200 000, где-то так, если вот, ну, там и есть у меня все расчеты. Вот, спасибо ему огромное, потому что он реально ускорил весь процесс. Это человек с Москвы. Андрей, спасибо тебе большое.
Я думаю, все подписчики, все люди, которые смотрят нас, вас вообще, кто наш проект поддерживает, они тебе очень благодарны, потому что ты реально ускорил весь процесс нашей стройки парка. Спасибо тебе большое, дай бог здоровья. И также еще, кстати, Сергей Казаков, кто строил эту зону с моим другом Рамзаном, они тоже большой вклад сделали в это дело. Если бы не он, я бы еще больше денег бы потратил, потому что на рабочих, сами понимаете, сколько бы денег здесь ушло. А так ребята изъявили желание, помогли, спасибо им огромное. И, конечно же, еще одному большому спонсору, это у нас Вячеслав с Ирландии. Как раз мы на его средства вот эту дорогу выложили всю, кирпич, вот этот бой. Там около 200 тысяч сумма была, вот он 200 тысяч нам подарил парку, и на эти деньги тоже вот все это ушло, спасибо ему огромное. И, конечно же, все остальные люди, спонсоры, подписчики, кто даже по 100 рублей, по 500 рублей, это тоже очень сильно помогает. Прям очень сильно эти деньги, и всем огромное спасибо. Я не буду всех по именам говорить, потому что вас реально очень много. Вот очень много, кто поддерживает этот проект. Кто-то анонимно прям поддерживает, там скинет 5 тысяч, вот, не хочу, и все, вот это. Не надо обо мне говорить, там, или 10 тысяч, не надо говорить. Вот, помогает очень сильно. Анна Александровна тоже с Москвы, спасибо большое, тоже выручала в моменты. Бывает вот как чудо. Сидишь, вот думаешь, блин, вот не хватает, вот просто 60 тысяч, вот, блин, где взять, там Сергей что-то делает, говорит, вот надо то-то, то-то, а ты сидишь такой, думаешь, блин, денег нет, где их взять, такой. Просто мыслишь в голове, а потом раз смс-ка приходит. И вот это как раз Анна Александровна 2 раза меня так выручила. Первый раз 50 тысяч и второй раз 50 тысяч. Спасибо вам огромное. Вот прям, не знаю, вот какая-то вот связь. И, друзья, Андрей занимается очень благим делом. Он делает парк по сохранению северных волков, да и не только у него волки. Если вам не безразлична жизнь животных и вы хотите поддержать этот проект, я оставлю ссылку на его канал в описании. Переходите, подписывайтесь, это тоже поддержка. Но у кого есть желание помочь и финансово, всегда это здесь пригодится, поскольку проект довольно масштабный и действительно очень ценный и важный в наше время. А это вот у нас Рамзик его один строил, он лыбу тянет. У меня сейчас, знаешь, такие интересные очень ощущения, потому что вот я понимаю, что, это, скажем так, практически зеркало, но только немного улучшенное, выгрузочная зона, где сейчас вот живет Акела. Да. И такие невероятные ощущения, что, получается, зашел, можно сказать, к волкам домой и одновременно вот ощущаешь и величие, да, и в то же время мурашки по коже, потому что понимаешь, вот прямо сейчас, да, то есть я здесь вот хожу, тут смотрю, а буквально через несколько минут уже я так не смогу походить. Не, можно будет, можно, если что, можно запрыгнем туда пока. Туда не в этот раз. Постоянно вода, добавление свежей, природные условия, деревья. Здесь еще будут потом насажено, травы еще насадим. Тут прям вот, все. Условия приближенные к естественным. Слушай, а вот ты заехал сюда год назад, тут же лес был вообще непроходимый, Да, можно здесь сказать. только сколько работы с лесом проведено. Вон, непроходимая была чаще. Работы, техники. Такая же вот была, да? Да, тут было капец. Вот тут тоже будем все рядить скоро. Это у нас следующий план для валендов, чтобы валенды тоже более-менее были в комфортных условиях. Мы сделаем вольеры примерно 15 на 15. Здесь 25 на 35. А там чуть пониже сделаем, потому что валенд, даже если он сбежит, да, не совсем страшно так, как если сбежит волк. Поэтому для волков здесь настолько все серьезно, чтобы вообще не подкопаться. А у валендов можно и пониже, чтобы и стресс меньше было. И тоже и откосики, и все. Но я думаю, валенды не будут сбегать, потому что с ними и в лес выезжать чаще мы будем, потому что вот сейчас на следующей неделе мы уже 2 поездки в лес запланированы с ними. Вот, с волками это не вариант, а с валендами вот надо выезжать в лес. А ты, кстати, говорил то, что украли у тебя Воланда. Как это произошло? Тайга наша была. Да. Выпустили, как обычно, погулять. Она просила сильно. Как раз уже к сезону охоты подходила. Выпустили ее. Она, на выгуле. Ее Акела просто мучил.
Он, ну, играми своими, ну, сами видите, он такой жесткий. Она уже старенькая и надоела. Я ее выпустил, она здесь по двору бегала. Но она бывает, убежит, там круг сделает. Я же ошейник одевал, круг сделает. Я посмотрю по ошейнику. Ну, она пробежала по вот этим дорогам и обратно вернулась. Все, ну, первый раз она притащила утром чайку. Второй раз она ее оставила, убила. Мне сосед позвонил, она там ее оставила. И потом она пропала. Думаю, да что такое, никогда не пропадала. Она тут жила у нас без выгула около месяца, когда мы это строили. Она здесь ходила во дворе, спала, там просилась бытовку. Но она тут жила, нет такого, чтобы она куда-то ушла. Я сразу понял, ну, что что-то не так, что она не могла ее там, ну, как сказать, уйти и все. Ну, не может быть. Разные были версии, что старенькая, она как бы, ну, умирать так собаки уходят. Хорошая собака дома не умирает. Она уходит и умирает где-то, ищет себе место. Вторая версия, это вот украли. Я тоже думал, ну как украли, если, ну, она как бы, ну, не дается. Она такая, как бы, собака. И третья версия была, это то, что, может, сбила машина или еще тут трасса же, или сбил этот поезд. Ну, все эти версии опровергнуты, потому что все леса прочесал я. И здесь провел прям такую двухнедельный поиск этой собаки. Там, на станциях, на заводах, в деревнях, чуть ли не у каждого там соседа спрашивал. Ну и дошла информация, что видели, что мне так передали. Это не с того человека, кто видел, мне так передали, что ее посадили в машину. Я не знаю, может, это и неправда. Ну, вот такая информация была, что вот на охотничьей большой машине посадили и, не знаю, жалко, конечно, если люди там что-то будут пытаться с ней делать в плане вязок, там, она уже старенькая, ее нельзя вязать. Ну, так вот, это была первая единственная собака отца, первая единственная, самая любимая, это одна из первых собак была отцовская, от чего все началось вообще. И у меня с чего вообще конкретно любовь к этим животным началась, к валендам, к волкам, вот это вот именно 12 лет назад именно вот от этой собаки все произошло. Вот. И вот она вот таким образом пропала. Да. Как тебе дом для волков? Шикарно. Понравился? Да. Жил бы в таком? Да. Ну а почему бы и Ну нет? что, тогда погнали, тогда запускать его сюда. Все, я на сегодня нагулялся уже, получается. Ну да, все, хватит. Пора Хорошо, уже. понемножку. Так как у нас Дима все время и сегодня, и в прошлый раз говорил о братише, предоставим ему возможность такую перевести братиша в нашу выгулочную зону. Туда, где будет приближенно как дикая природа. Вот. Так, это, ага. Это так. Ну, сейчас пока подержишь. Сейчас я пойду Да, ему потом. оденет и выведем, Да. я тебе передам, да. Ага. Смотри, не переживай, если будут какие-то даже вдруг укусы, прикусы, не дергайся, ничего, возможно, я сразу, ну, заранее, не должно на самом деле ничего произойти, просто спокойно сюда, в эту сторону, я буду контролировать все, идти. И вот, ну, вот здесь, по вот этим местам, просто он видит технику, какие-то новые места, он может немножко побавиться. Также камеры, Валера будет, он будет побавиться, Саня будет с камерой, они немножко это. Ну, я если что, буду по факту говорить, как что делать. Ну, внимательно, если что, слушать. Так, а на собак он может отреагировать? Да. На все может отреагировать. Да, он чувствует все, видите, он знает, что его сейчас... Айда, иди сюда. Иди сюда, мой маленький, иди сюда. Иди сюда, молодец. Ну, с Богом, как да. говорится. Да. Вот как дался, хорошо. Братиш. Братиш. Так, Я тебя поведу. да, я сейчас выйду, я тебе скажу, когда я тебе передам, чтобы это фурия не соскочила. Закроешь Так. тогда за мной, чтобы я не стоял. Пойдем, братиш. Братишка. Братиш. Стой. Братиш, Да. иди сюда. Так. Идем. Давай, Всё, выходи. вот она. Братиш. Так, Вон, видишь, как Келли. ох. Так, все, да? Да, вот тут прям держи. вот Держу. Братиш, пойдем. Пойдем. Тянет, братиш. Вон, смотрите, как просятся. Ох, Хвост поднимает. да, там вообще, Надо ребята, пере- что происходит?
Я Целое тащу событие. братиша, или он меня выгуливаю. Пойдем, братиш, пойдем. Так, уже тянуть начинает. Да. Не, тяну. Так, опа. Всё, а он знает, куда идти. Ну, он чувствует. Братиш, туда идем. Но он большой. Он, если рванет, я полечу просто. Так, ну что, заводим, друзья, заводим новый дом. Так. Братиш, это твой новый дом. Ребят, ну у меня получилось. Ну, можешь сам его Исторический отцепить, момент, если да? хочешь. Да, вот тут. Вот здесь? Так. Да. Братиш, это же я. Все. О, братиш! Братиш, ура! Попить хочешь? Нальем тебе сейчас. Умка, иди сюда. Братиш, красавец такой. Смотрите, Красавец. как Красавец. он радуется. Пойдем гулять. Ну, Братиш, всех ну все, ребят, мы в гостях у братиша. Я его сегодня привел. Второй раз вижу братиша. Сколько радости, посмотрите, друзья. Братиш! Ну все, хоть расходится, а то засиженный. Ребят, ну на самом деле все было спокойно, и я знал то, что нужно не волноваться, потому что это хищник, это большой зверь, он будет чувствовать меня. Поэтому я вел его очень спокойно, точнее он сам меня вел, и я его сильно не направлял, понимал то, что ребята будут мне помогать. Но ощущения, конечно, неординарные, несомненно, есть определенный адреналин, но по большей степени, друзья, это доверие. Когда мы только приехали к Андрею, братиш меня не признавал. 30 минут он на меня рычал. И вот я все-таки попытался наладить с ним контакт. На 31-й минуте у нас получилось, он меня вспомнил. И тогда, собственно, я понял то, что можно довольно безопасно его попробовать прогулять. Но тем не менее, это зверь, братиш. Братиш, красавец. Да, братиш, это твой дом. И я рад сегодня провести тебя в него. Не, ребят, это просто нереальное ощущение вообще. Я, кстати, ребят, когда первый раз к нему заходил в вольер, было немного страшно, хоть он, опять же, и проявлял себя дружелюбно, потому что он меня тогда не знал. И вот когда я увидел то, что он меня вспомнил, он действительно уже взрослый, сильный волк, вот тогда, наверное, все сомнения пропали. И с братишом мы теперь друзья. Да, братиш? Братиш, хороший. О, сколько радости! Ого, вот это вот он носится вообще. Сколько радости, ребят. Я просто вот ощущаю его радость и радуюсь вместе с ним. Так, а кто это? Кто это у нас такой хороший? Ария. Красотка. Все тебя любят. Ария. Братиш. Ария. Потому что все в кадр хотят. Андрей, хочу тебя поздравить с тем, что официально открыта вторая Спасибо. выгулочная зона, и поблагодарить за вот эту возможность поучаствовать немного в том, чтобы провести братиша до туда. И вам огромное спасибо, что приехали и не отказались поучаствовать в этом всем событии. Как ощущения вообще? Неоднозначное ощущение, да. Почему? Потому что, когда я подходил к братишу, он меня не узнавал. Ну да, я порыкивал. При мне даже было, когда он начал, ты подходил, он начал рычать вот это, не сильно прям, но я слышал, что он, рычит, что он на тебя агрессует. И я был в шоке, да, насколько он быстро поменялся, потому что я помню, что он тогда добродушно встречал, а в этот раз нет. Но потом, опять же, общими усилиями, благодаря Рамзану, говорит, давай еще раз подойдем. Братиш меня признал, но все-таки я понимал, что это волк, что может быть все что угодно. И надо быть в полном доверии. И не должно быть никаких волнений. Что было интересно, он сам вот
прошел туда, он сам прошел. Представляешь, сидел и наблюдал за всей стройкой. Тут каждый день им что еще делать? Они наблюдали, смотрели. Вот даже сейчас мы разговариваем, вон Луи, Акела сидит, за всем наблюдает, все мониторит. У них вот, они выбирают точку одну. И вот с этой точки им все видно, что происходит. Кто делает, что это делает, что кто подходит к животному, даже по волонтерам, да, бывают там люди, которые, ну, любят животных, а есть, которые так, как бы, ну, разные же люди есть, и они сразу их вычисляют. Животные очень умные, особенно дикий зверь, который, тем более, вот, братиш подросший, они уже в этом возрасте, ну, все, полноценные, все, Да, это зверь, волк, который, да, сам может жить отдельно, один в лесу и добывать себе и пищу, и стратегию какую-то вырисовывать в лесу там. Вопрос из любопытства, может быть, немного дурацкий, Акела бы позволил то же самое сделать с ним мне. Акела бы, во-первых, мне бы так не позволил бы сделать. Он бы, ну, если сделал, то это неделями затянулось, пока я бы ему ошейник бы этот одел, пока я бы зацепил бы. И он бы так себя не вел бы. А вот кому-то он... Нет, он бы вцепился бы сразу бы. Он, ну, не позволил бы так себе дать себя. Это, я же говорю, братиш у нас уникум. Акела это как его назвать, бомба. Он как бомба, он взрывается сразу. Вот. Ты не знаешь, что может произойти. Подойдем, бах, и все. И взорвался в глотку куда-нибудь. Я же переводил его там у себя в Уренгое, и это было очень проблематично. Так, расстояние было 12-15 метров, как от этого вольера до этого. И было очень тяжело это сделать. И я мог переводить его около 2 часов, чтобы ты понимал. А 2 часа это что такое? Это вот это расстояние, оно небольшое. Ну, он туда тянет. Вот так повернется и на тебя начинает нападать. Представляешь, вот ты стоишь, он на тебя поворачивается, такой на тебя начинает лететь. Ты стоишь там вот так, ну не отпускаешь этот там цепь эту, там его только на цепи. Это он бы раз перекусил бы и все. Поэтому, ну, Акела это, конечно, зверь такой, он даже вон сейчас смотрит, наблюдает, успокоился. И, друзья, каждый из вас может поддержать начинания Андрея, они действительно очень благородные, не так много людей в России, да и во всем мире, которые проявляют такую заботу о животных. Поэтому, друзья, я оставлю ссылку на канал Андрея в описании, называется Black Canadian Wolf. Переходите, подписывайтесь. Любая ваша активность — это тоже поддержка. Но у кого есть желание и возможность поддержать финансово, это всегда не помешает, потому что стройка продолжается. И ни одна ваша копейка не останется без дела. Спасибо большое, что заехали в гости. Отдельная благодарность и Диме, и Валере за то, что, ну, нашли время, еще раз говорю, и приехали сюда. Обязательно приезжайте еще раз. Я вас буду ждать, когда что-нибудь еще построим. Вот как в прошлый раз говорили, 5 месяцев прошло, как будто это было вчера, да? А уже прошло 5 месяцев. Хорошо, что идет так работа, такими темпами. И я надеюсь, что следующие выгрузочные зоны по Валендам, и вообще вдруг у нас по весне появятся какие-то животные, может быть и не волки, потому что очень много предлагают и других животных. И у нас же здесь будет не только парк северных волков, здесь будут Валенды, селекционная работа, а также еще будет вестись реабилитация диких северных животных, потому что бывает, кто попадет под какую-то машину, где-то охотники найдут какого-то маленького детеныша, где-то еще какие-то дела, в зоопарке закрывается, еще что-то проходит. Ну, в общем, реабилитация, я готов, я уже говорю, что касается спасения, я распростертыми руками. Спасибо, друзья, что посмотрели этот выпуск, и еще раз огромное спасибо Сансаре за то, что нашли время и приехали в такой для меня знаменательный день. Все, спасибо.